конце XIX века имя легендарного абрека Османа Мутуева знали далеко за пределами Грозненского округа. Осман разбойничал в округе после знаменитого абрека Иски Грозненского. По сравнению с Иски, это был гуманный абрек. Осман происходил из почетного чеченского рода, учился в Грозненской городской школе и готовился стать переводчиком в государственном учреждении. Из-за смерти отца окончить школу ему не удалось. Он уехал в свой аул и занялся хозяйством. Вскоре умерла и его мать, и Осман осиротел. О себе он рассказывал так: «Я не родился и не воспитывался быть абреком. Абреком сделали меня люди. Мой отец – сподвижник и мама Шамиля, наш род почтенный. Учился я в горской школе, откуда мечтал поступить на государственную службу переводчиком, но меня вытолкнули из этой колеи и насильно направили на эту дорогу. Не окончив школы по случаю смерти отца, я приехал в свой аул и занялся хозяйством. Скоро умерла и мать, и я остался хозяйничать один». Далее Мутуев рассказывает, что когда в его ауле стали часто повторяться воровство и грабежи, и дознание не нашло виновных, потребовали от общества выдачи всех порочных его членов для выселения их административным порядком из края. То, как это водится, в приговор попало несколько байгушей, безродных, и в числе их и я, как бы занимающийся воровством. Протесты и просьбы мои о производстве дознания не помогли. Никто не хотел внимательно разобраться в моей просьбе, и я, как порочный член общества, на основании мирского приговора, был сослан административным порядком в Сибирь. Истосковавшись по родным местам, Осман бежал из ссылки и явился прямо к начальнику области. Рассказал подробности наветов и несправедливости по отношению к себе со стороны местных жителей. Генерал, войдя в положение, разрешил проживать ему в своем ауле. Но обращение непосредственно к начальнику области обозлило старшину аула. «Обозленный старшина и местные сельские заправилы, — говорил он, — не могли простить мне моего обращения к начальнику области, и не прошло и полугода, как они составили приговор, в котором они просили о выселении меня из края, как предводителя всех воров. Он снова был сослан в Сибирь. Очередной побег и опять столкновение с местными заправилами. Дважды начальник округа отдавал приказ поймать абрека Османа Мутуева. И 2 раза Осман добровольно являлся в кабинет к начальнику при оружии. Попав 3-й раз в Сибирь, разоренный и опозоренный, Осман дал себе клятву отомстить и расправиться с обидчиками. «Всем своим врагам, — говорил он, — я жестоко отомстил за свой позор, но с остальным населением, не сделавшим мне ничего дурного, я жил хорошо». Османа старшина и богатей разорили, опозорили перед сельским обществом, и по их настоянию байгуша, безродного, сослали в далекую Сибирь. Вскоре абрека Мутуева стали преследовать и царские власти, но, пользуясь авторитетом и уважением народа, он довольно долго оставался неуловимым. Сам некогда став жертвой несправедливости общества, он чутко относился ко всякой беде. Все обиженные находили защиту в личном и строгом суде Османа. За это население всегда и везде оказывало своему защитнику радушный прием и называло его своим князем, а сам Осман сделался грозой округа. Его боялись не только личные враги, но и сельские мародеры и представители местной администрации. Даже царские чиновники отзывались о нем с почтением. Это был умный и, если можно так выразиться, благородный разбойник. Он был не вором-конокрадом, а был защитником обиженных и бедных. Став сам жертвой оговора, он чутко относился ко всякой беде. Все обиженные находили защиту в суде Османа. За это население всегда и везде оказывало своему защитнику радушный прием и называло его своим князем. Со временем население стало оказывать ему радушный прием. Появилось и уважение в обществе. Так Чечня обрела нового абрека. Со временем около него стала собираться группа единомышленников из 5-6 человек,
известных в округе рыцарей чести. В этой группе начинали свою карьеру и знаменитый впоследствии Абрек Зелимхан из аула Харачой со своим братом Салтамурадом и Абрек Зелимхан Гёргигенский. Группа Османа в течение многих лет терроризировала все почтовые тракты из города Грозного в Горную Чечню. В 1905 году Осман Мутуев был убит кровниками.